Личность муфтия Абдрахмана Расулева занимает особое место в череде лиц, занимавших пост главы мусульман России. Он возглавил умму в страшную годину большого террора, руководил ею в годы Великой Отечественной войны, когда судьба самого государства висела на волоске от гибели. В период своего председательства Абдрахман Расулев сумел возродить разгромленную мусульманскую организацию и оживить религиозную жизнь, выведя ее из подполья. Как ему удалось изменить отношение атеистического государства к исламу? И на чем основано мнение некоторых мусульман о его влиянии на самого Сталина? Кем был самый выдающийся муфтий Советского Союза? Абдрахман Расулев был 9-м муфтием Центрального духовного управления России, являвшегося правопреемником дореволюционного Оренбургского Магометанского духовного собрания, центр которого располагался в Уфе, историческом центре Башкирского края. Данное учреждение оставило глубокий след в истории мусульман Российской империи. Но и в советский период, несмотря на катастрофическое сужение поля его деятельности, при определенных обстоятельствах оно могло оказывать влияние на общество, чему служит ярким примером деятельность Абдрахмана Расулева. Абдрахман Расулев был старшим сыном шейха суфийского братства Накшбандия Халидия Зайнуллы Расулева, родившимся в знаменательный 1881 год, год его возвращения из многолетней ссылки в Вологодскую губернию. Сафуат Рахманкулова, дочь Абдрахмана Расулева, писала: «Отношение Ишан Хазрата, то есть Зайнуллы Расулева, к нашему отцу было особенное, не такое, как к другим сыновьям. Он готовил его для особо высокой миссии». Закончив в 1899 году отцовское медресе Расулия в городе Троицк Челябинского уезда, 18-летний Абдрахман отправился в паломничество в Мекку, чтобы затем поступить в одно из мусульманских учебных заведений. Зайнулла Расулев намечал ему учебу в Турции, в Стамбуле. Но влияние его учителей из медресе возымело свое действие, и Абдрахман Расулев захотел учиться в Каирском университете. И хотя он никогда Зайнулле Расулеву не перечил, но в этом случае он настоял на своем, и Зайнулла Расулев не стал давить на него своим авторитетом. И, как пишет мама, что он с этим смирился. Каирский университет Аль-Азхар, куда поступил молодой Абдрахман Расулев, слыл центром вольнодумства, почему шейх Зайнулла Расулев не приветствовал выбор своего сына. В Аль-Азхаре долгие годы преподавал известный реформатор Мухаммад Абдо, ставший затем муфтием Египта и одним из идеологов мусульманского модернизма – джадидизма. Одним из учеников египетского богослова был уроженец Уфимской губернии Зия Камали. Зия Камали, 1873-1942, популяризатор идей джадидизма. По возвращении из Египта преподавал в Уфимском медресе Усманния. В 1906 году основал новометодное медресе Алия. В 20-е и 30-е годы служил кадием Центрального духовного управления мусульман. Если в Зие Камали, например, основателе медресе Алия в Уфе, мы видим действительно в полной мере продолжателя деятельности, продолжателя идей египетского реформатора Мухаммада Абдо, который действительно пытался выстроить какие-то новые концептуальные основания для мусульманского поклонения, для мусульманской философии в России, то Расулев в этом плане был значительно более осторожным и значительно более умеренным, то есть каких-то попыток реформировать ислам, реформировать мусульманские практики, реформировать мусульманскую теорию, он как богослов, как мыслитель, факих, он не предпринимал. Вернувшись в 1905 году из Египта в Троицк, Абдрахман Расулев реформировал процесс обучения в отцовском медресе Расулия за счет введения в учебный план светских наук. Однако в вопросах вероучения он до конца жизни оставался традиционалистом.
Знакомство с идеями мусульманских обновленцев, джадидов, не могло поколебать его убеждений. Интерпретация ислама языком суфийского учения, впитанная им с молоком матери, стала крепким духовным стержнем, который не позволил Абдрахману Расулеву свернуть с мистического пути богопознания тариката. Однако, в отличие от академистов, консерваторов, иногда ретроградного толка, он не отрицал важности модернизации мусульманского общества. Изменяясь внешне, сообразно с требованиями времени, мусульманин должен оставаться неизменным внутри. Отсюда неприятие им и его отцом идей реформирования фундаментальных основ ислама. Реформированная медресе Расулия, ректором которого вскоре стал Абдрахман Расулев, по словам французского советолога и исламоведа Александра Беннингсена, стала одним из лучших академических институтов в мусульманском мире. Они оба были фактически так называемые новые люди. И Зайнулла Расулев, и Абдрахман Расулев. Поэтому медресе на европейский лад было переделано. Введена была классная система. 1917 год стал не только временем ухода из земной жизни последнего великого шейха Урала-Поволжья Зайнуллы Расулева, но и началом страшных потрясений, охвативших Россию и навсегда изменивших ее. В условиях начавшейся гражданской войны многочисленные родственники и последователи шейха Зайнуллы Расулева оказались по разные стороны баррикад. Кто-то примкнул к белым, кто-то к красным, а кто-то к башкирским автономистам. Дочь Абдрахмана Расулева, Сафуат Рахманкулова, писала: «Наши родственники, проживающие в Башкортостане, были в башкирской национальной дивизии Ахмад-Заки Валидова. Это деление еще больше затрудняло жизнь нашей семьи». Антиколониальный пафос, а также идеи национального самоопределения, витавшие в стенах Аль-Асхара того времени, были усвоены всеми его выпускниками. Не случайно, как Зия Камали, так и сыновья Зайнуллы Расулева поддержали башкирское национальное движение. Однако перед Абдрахманом Расулевым стоял большой духовный долг, завещанный отцом, который поднимал его над текущей общественно-политической ситуацией. Как писала в своей книге его дочь Сафуат, после смерти Ишан-Хазрата, то есть шейха Зайнуллы Расулева, все внимание мусульман, особенно казахов и башкир, сосредоточилось на нашем отце. Профессор Калифорнийского университета Хамид Алгар писал: «Абдрахман Расулев явно был халифой, духовным преемником своего отца в братстве Халидия Накшбандия». Зайнулла Расулева в тарикате было очень много последователей, и многие из них получили иджаза. После смерти отца именно последователи мюриды Зайнуллы Расулева с надеждой, как пишут источники, смотрели на Абдрахмана Расулева как на будущего продолжателя благой деятельности Ишана. Авторы многочисленных некрологов, многочисленных поминальных статей памяти о Зайнулле Расулеве, которые были в 1917 году собраны и под одной обложкой изданы под названием «Шейх Зайнулла» Резой Фахридиновым в Оренбурге, они все в один голос аттестуют Абдрахмана Расулева терминами «уариф валь-халифа», то есть наследник и наместник, или наследник и продолжатель. То есть Абдрахман Расулев был действительно в полном смысле продолжателем дела своего отца и как практик религиозный, то есть и как имам, и как руководитель медресе, и как педагог, и как суфийский шейх, суфийский наставник. То есть из более поздних источников мы совершенно точно в 20-е годы, в 30-е годы совершенно точно знаем, что у Абдрахмана Расулева были мюриды, и что ему в Урало-Поволжье оказывались очень большие почести именно как наместнику, суфийскому наместнику, халифе, преемнику отца. Одним из последователей шейха Зайнуллы Расулева, которому еще в 1907 году было вручено разрешение иджаза на ведение самостоятельной проповеднической деятельности, был Сайфулла Башларов. Сайфулла Кади Башларов.
Шейх братств Шазилия, Кадирия и Накшбандия происходил из лакского селения Ницевкра, Гази-Кумухского округа Дагестанской области, участник восстания 1877 года и революционных событий 1917-18 годов в Дагестане, автор трудов по богословию и медицине. Большинство последователей Зайнуллы Ишана отрицательно отнеслось к советской власти. Некоторые из них открыто выступали против нее, сражаясь в рядах башкирского войска. Вспыхнувшее в 1920 году на территории Уфимской губернии так называемое «Вилочное восстание» получило духовную поддержку Ишана Бадриддина, одного из мюридов Зайнуллы Расулева. В отличие от Ишана Бадриддина, Абдрахман Расулев воздержался от участия в гражданской войне. Во время вооруженного конфликта он помогал беженцам, кормил голодающих. Поскольку система мусульманского образования с установлением советской власти была полностью уничтожена, Абдрахман Расулев сделал свой окончательный жизненный выбор. Это спасение от атеистического государства, того, что осталось от ислама и суфийской традиции. По окончании гражданской войны возобновилась деятельность Центрального духовного управления мусульман. Муфтий Ризаиддин Фахриддинов назначил Абдрахмана Расулева мухтасибом, то есть куратором огромной Уральской области. Однако после смерти муфтия в 1936 году на Центральное духовное управление мусульман обрушился шквал репрессий. Почти что 60 тысяч мусульманских ученых, богословов, имамов было репрессировано, сосланы на лесоповал и в лагеря в Сибири. Многие расстреляны. Все члены Центрального духовного управления были расстреляны после смерти Ризаиддина ибн Фахриддина Хазрата. Власти были озадачены призывами некоторых лиц, например, кадия Кашафа Тарджемани, к самороспуску всех муфтиятов, дабы не создавать видимость существования религиозной свободы и тем самым открыть всему миру истинное положение дел в стране. С одной стороны, советская власть была не готова пойти на такой шаг, потому что это било по ее авторитету, по ее престижу за рубежом. Во-вторых, это значило бы, что огромное количество мусульман, мусульманских общин были бы вообще никак не организованы, и, соответственно, это бы привело в определенной мере к хаосу. Кашаф Тарджемани, Зия Камали и другие члены аппарата ЦДУМ были арестованы по абсурдному обвинению в организации повстанческой националистической организации в Башкирии и мнимой связи с бывшим лидером белых башкир Мухаммедом Абдулхаем Курбангалиевым. Мухаммед Абдулхай Курбангалиев – башкирский политический и религиозный деятель, внук шейха Абдулхакима Курбангалиева, первого наставника шейха Зайнуллы Расулева. Не принял переход башкирских автономистов на сторону Советов. В 1920 году стал главой военно-национального управления башкир Восточной окраины России. В 20-30-х годах был одним из руководителей мусульманской эмиграции Японии. В том же 1936 году власти упраздняют духовное управление мусульман Башкортостана, также находившееся в Уфе. На вакантное место муфтия ЦДУМ было решено пригласить уральского мухтасиба Абдрахмана Расулева, жившего в далеком Троицке. Причем это была, как мне видится, такая достаточно компромиссная фигура, потому что он не был настолько связан с джадидскими кругами дореволюционными, он не был настолько сильно связан с исламскими модернистами разного рода, как предыдущие члены, предыдущие заседатели Духовного собрания и сам муфтий Фахриддинов. С другой стороны, он был башкиром, что, опять же, примеряло с его фигурой приходы, которые до этого находились в ведении Башкирского духовного управления. И в-третьих, еще один важный момент, так как Курбангалиевых и Расулевых еще с XIX века связывала такая, ну если не вражда, то взаимная неприязнь, то опять же, в том числе и органы, которые согласовывали это назначение, они могли быть
более или менее уверены, возможно, что на следующий год Расулева не посадят как агента японской разведки, потому что он-то с Курбангалеевыми не связан. По свидетельству дочери Абдрахмана Расулева, Сафуат Рахманкуловой, предложение, сделанное ее отцу, застигло его врасплох. Состоялась встреча тогдашнего руководителя Башкирской АССР Авзала Тагирова с оставшимися членами ЦДУМ, на которой, по его словам, ставился вопрос о судьбе этого екатерининского учреждения. Абдрахман Расулев якобы сказал: «Русская царица открыла духовное управление мусульман, считая его нужным, а вы хотите его закрыть, считая его ненужным. Через 5 лет оно вновь станет нужным, и открывать его будет трудно, необходимых людей не будет». С началом Великой Отечественной войны отношение государства к религии резко меняется. Это было связано с тем, что гитлеровская Германия не скрывала своего желания перетянуть на свою сторону советских мусульман, обещая им полную религиозную свободу и возможность национального самоопределения. Понимая, что в условиях смертельной угрозы существованию страны старые обиды должны быть отодвинуты на задний план, муфтий Абдрахман Расулев решил взять инициативу улучшения отношений с государством в свои руки. Он выступил с обращением ко всем мусульманам Советского Союза, в котором объявил джихад, священную войну, фашизму. Истинное познание, что такое религия, что такое вера, подвигли его на объявление священной войны. Он не поступился совестью. Защита Отечества, она вытекает из самой веры, говорил он. Они несут рабство, а человек, он раб только Божий. И его воззвание нашло огромный отклик в сердцах верующих. Сотни и тысячи героев Советского Союза. Муфтий лично благословил уходившую на фронт 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию. Центральное духовное управление мусульман собрало к 1943 году около 10 миллионов рублей и передало эту сумму на строительство танковой колонны. Причем сам муфтий Абдрахман Расулев сдал 50 тысяч рублей из собственных сбережений. Сталин ответил ему телеграммой: «Благодарю вас за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Сталин». Ответ Сталина был опубликован в «Известиях», что не могло не вызвать огромный общественный резонанс. Эта публичная переписка породила множество легенд о якобы имевших место непосредственных контактах между Абдрахманом Расулевым и Сталиным. В некоторых преданиях, бытующих среди мусульман, утверждается, что муфтий, сумевший благодаря особой молитве истихара заглянуть в будущее, летом 1942 года предрек вождю победу над Гитлером при условии немедленного прекращения отступления. Результатом этой рекомендации якобы стал знаменитый приказ номер 227, известный в народе как «Ни шагу назад». Оставляя этот вопрос открытым, следует отметить очевидные вещи. Своей тонкой дипломатией муфтий сумел добиться значительного улучшения положения ислама в стране. Благодаря контактам со Сталиным, очным и заочным, муфтий приобрел иммунитет от любых посягательств со стороны государственных органов. Пользуясь этим, он принялся в массовом порядке открывать новые приходы, выдавая официальные свидетельства на право содержания мечетей и молельных домов. Подобные документы, как правило, получали члены братства, а также так называемые бродячие муллы. Таким образом, муфтий Расулев легализовал более 900 ранее незарегистрированных общин. Расулева обвиняли в том, что он игнорирует уполномоченного по Башкирской ССР и стремится при любой возможности решать эти вопросы непосредственно с Москвой. Во-вторых, на него жаловались, что он поддерживает контакт с незарегистрированными общинами, то есть продолжает выдавать указы так называемым бродячим муллам о том, что они имеют право отправлять религиозный культ. И, наконец, на него жаловались, что тот
продолжает заниматься воспитанием мюридов, и что, соответственно, у него есть определенный круг лично ему преданных людей, лично ему преданных учеников. Взяв на себя смелость возглавить разгромленное религиозное учреждение, новоиспеченный муфтий Абдрахман Расулев имел в виду лишь одну цель – служение исламу, сохранение религиозной традиции до лучших времен, которые, по предсказанию его отца, все равно когда-нибудь настанут. Шейх и муфтий Абдрахман Хазрат Расули возглавил Духовное управление мусульман европейской части истории Сибири в самый ответственный момент истории духовного управления. Когда вроде все, корабль веры тонул. Он все-таки согласился. Потому что воспитывался в семье благороднейшего из шейхов Зайнулла Хазрат Расули. Являясь духовным преемником своего отца, муфтий Абдрахман Расулев не мог отречься от своих обязанностей шейха братства Накшбандия, исполнять которые, однако, приходилось тайно. Он не только поддерживал связи с мюридами Зайнуллы Расулева, но и имел собственных последователей. Даже атеистическая антирелигиозная литература об этом прямо и однозначно сообщает, что центральной такой фигурой суфизма в Урало-Поволжье был Абдрахман Расулев. Вопрос о судьбе суфизма в советский период истории России далеко не праздный. Долгое время он считался умершей традицией применительно к территории Урала-Поволжья. В научной литературе по-прежнему утверждается, что последователи суфийских братств сохранились лишь на территории Кавказа и Средней Азии. Следовательно, нынешнее возрождение суфизма – это не естественное продолжение того, что было ранее, а нововведение. Так ли это на самом деле? Село Шигаево Белорецкого района Башкортостана. Здесь многие годы служил сельским имамом один из внуков шейха Зайнуллы Расулева Шамсиддин Хазрат. Он был сыном его дочери Каримы. В здешних краях его чтут как святого – аулия. Зайнулла Ишан өзінің менің ұлатайымды өзі тәрбиелеп өстіріп, Шыгай ауылына хәлфә етіп жіберген бетінде. Шул 14-ші жылдарда ол келіп, мындағы Ғазиз байға неге түшкенінде үйіне ятаққа. Һәм ул иң беренчеләп мында Шыгай авылында мәчет алган, үзе үй төзегән, иң беренчеләп булып мәктәп төзегән, мәдрәсә. Мухаммед Тулибаев в раннем детстве был отдан на воспитание в семью Шамсиддин Хазрата. Таков был обычай местных башкир. Если дети мужского пола постоянно умирали, то судьбу очередного новорожденного родители вверяли в руки Божьего человека. Мухаммед Агай часто приходил к дому, где прошло его детство. Хейтқол, шунан Үтеген, Амангелді, Буранғол ауылдарынан келіп, Баймақтан келділер. Менің әсейімді сақырып алды шуларды, мен әлі етлейім. Шунан, мен әлі бәлекәсақ, Шәмсиддин Хазраттың мүриттері бик көп болды. Онда олылар да болды. Олар балаларын алып келді. Мына бит. Недердің көсе келешілігі силсиленің. Хатын қыздар 20-ге яқын, ердер 27-30 тирә болып кете тұрғаны. По воспоминаниям Мухаммеда Тулибаева, из Уфы в Шигаево иногда приезжали дети Абдрахмана Расулева, в частности, дочь Рашида. Кроме того, местные жители утверждают, что муфтий выдал некоторым из своих мюридов разрешение иджаза на обучение собственных мюридов, как и полагалось настоящему шейху. 95-летняя Маргуба Янбердина рассказывает, что ее отец удостоился подобной чести. Zeyinlə İşəndin mədrəsəsində bilim alğan kişi Abdurrahman Hazretin şeyh imzahı mənə rüxsət hətixa kağıdı var ini atayımlar eşeğini Zeyinlə İşən özünün yukarı gilimin ülken oğlu Abdurrahman İşənға tapşırğan tip. В зимнее время зикры, ритуал многократного поминания имени Аллаха, проводили дома.
а в летнее время на вершине горы, откуда открывался живописный вид на всю округу. Мен бәләкәй сакта мейіс башында утыра торгайнык. Безнең өйгә, өләшәемнең, олатаемның өенә шул авылдагы муллалар, хәзрәтләр йыелып, зикрдә утыра торгайнылар. Без аптырай торгайнык. Шундай өй яңгырап тора торгайны. Шундай хатта совет баласы булган вакытта ла шул бабайлар йыелып, уларды берле тыеп торманылар. Муфтий Абдрахман Расулев умер в 1950 году и похоронен во дворе первой соборной мечети Уфы, что очень символично, ведь если бы не его решимость возглавить Центральное духовное управление мусульман в самый критический момент его истории, судьба этого учреждения, возможно, была бы совсем иной. И главы духовного управления, Центрального духовного управления мусульман России за ее более чем 230-летнюю историю, подавляющее большинство их придерживалось суфизма. Уфа и Башкортостан всегда были и остаются не только административным центром, но и духовным центром религии ислам в России. Жизнь Абдрахмана Расулева является примером для всех нас, простых мусульман, и для всех имамов, как посвятить свою жизнь ради Аллаха, служить Ему только одному единственному Господу миров, исследовать пути нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, пути приближения, достижения любви Всевышнего, Создателя и Творца всего сущего. Что касается мюридов Абдрахмана Расулева, то некоторые из них были живы еще в 90-х годах прошлого века. Таким образом, суфийская традиция, являющаяся сердцевиной и духовной основой ислама, дожила до наших дней и сегодня переживает период возрождения. Александр Бениксон в некоторых своих работах, написанных в 70-х, 80-х годах прошлого века, выражал мнение, что в современную ему эпоху суфизм, как живая традиция, возможно, окончательно исчез среди татар и башкир. Однако другой исламовед, Хамид Алгар, напротив, сомневался в этом. Он писал: «Однако не похоже, чтобы традиция, уходящая вглубь 5 столетий, могла исчезнуть за 70 лет, какой бы интенсивности репрессий не были». Мнение второго оказалось ближе к истине. Муфтий Абдрахман Расулев, будучи духовным преемником шейха Зейнуллы Расулева, сыграл огромную роль в сохранении не только суфизма, но и в целом ислама и его институтов на территории современной России. Этому были посвящены все его помыслы и вся его жизнь.